городе Нур-Султане. Филиал – неотъемлемая часть Московского университета, одного из лучших университетов мира. Филиал ведет подготовку специалистов вместе с 5 факультетами МГУ. Механико-математическим, вычислительной математики и кибернетики, географическим, филологическим, экономическим. Филиал – это более 2000 выпускников. 600 студентов и магистрантов ежегодно обучаются в филиале по направлениям: математика, прикладная математика и информатика, филология, экология и природопользование, экономика. Наша миссия – обеспечивать высокое качество образования и реализацию творческого потенциала молодежи, приумножать вклад Московского университета в развитие Республики Казахстан, укреплять дружбу между народами России и Казахстана. В 2019 году начался новый период жизни филиала. Вступило в силу соглашение между правительствами Российской Федерации и Республики Казахстан о функционировании филиала. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации межправительственного соглашения о деятельности филиала. В 2015 году построено новое комфортабельное общежитие «Дом студентов МГУ». Филиал – престижное и авторитетное учебное заведение Казахстана. В филиале создана уникальная система образования. Обучение осуществляется на основе образовательных стандартов, учебных планов и программ МГУ. Более 100 профессоров и преподавателей Московского университета ежегодно приезжают в филиал для чтения базовых и специальных курсов. На старших курсах студенты филиала учатся в Москве на факультетах МГУ. Выпускники филиала трудоустроены по специальности. Многие из них защитили кандидатские диссертации в МГУ, получили степени докторов PhD. Более 30% преподавателей филиала – наши выпускники. Филиал – это научное творчество молодых, единство обучения и научных исследований, принцип деятельности филиала. Международная научная конференция Ломоносов проводилась уже 16 раз и объединила более 6000 студентов, магистрантов и молодых ученых из Казахстана, России и других стран. Студенты казахстанского филиала МГУ являются активными участниками олимпиадного движения Казахстана. Они 92 раза становились победителями и призерами престижных олимпиад и конкурсов. Московский университет в Казахстане служит укреплению дружеских связей между Казахстаном и Россией. Нас объединяют общие ценности, традиции и культура наших народов, стремление к развитию науки и высокому качеству образования. Филиал – это символ дружбы наших народов. За 20 лет казахстанский филиал МГУ стал одним из признанных центров образования и науки в Республике Казахстан. Вместе с Казахстаном и Московским университетом мы идем вперед, к новым достижениям. Мы служим высоким ценностям образования и науки. Мы служим будущему. Құрметті Қазақстан Республикасының ғылым және жоғары білім министрі мырза, құрметті ұстаздар мен қызметкерлер, студенттер мен магистранттар. Сіздерді Мәскеу мемлекеттік университетінің Қазақстан филиалының жаңа ғимаратында қарсы алуға қуаныштымыз. Глубоко уважаемый министр науки и высшего образования Республики Казахстан, уважаемые преподаватели и сотрудники, студенты и магистранты, рады приветствовать вас в новом здании казахстанского филиала МГУ. Уважаемые Саясат Нурбек и Александр Владимирович, просим вас занять места на сцене. Слово предоставляется
представляется министру науки и высшего образования Республики Казахстан Саясату Нурбеку. Үлкен рахмет, қайырлы күн, құрметті Александр Владимирович, құрметті әріптестер, қадірлі оқушылар, оқытушылар. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемый Александр Владимирович, в первую очередь студенты наши. Для меня очень большая честь, во-первых, как в статусе министра нового министерства, впервые посетить не только филиал МГУ, а посетить филиал в вашем теперь уже новом доме. Вот только что с Александром Владимировичем мы сидели, говорили, что свой дом, какой бы он ни был, он все-таки свой. Своя инфраструктура, свой зал. Не надо кого-то просить, с кем-то делиться, стоять в очереди. А вы знаете, деканат уже забронировал, давайте после нас там что-то выяснять отношения. Дом, когда свой, нет, наверное, ничего лучше и стабильней. Я сам учился в Евразийском национальном университете, и тоже вот было у меня несколько моментов. Нет, там заняли конференц-зал, филиал МГУ, и вот эти разборки. Вот я как просто поэтому немножко из личного опыта. Во-первых, позвольте всех еще раз поздравить с этим зданием, с этим новым домом. Еще предстоит, конечно, большая работа по переделке, потому что это было Министерство сельского хозяйства, такое административное здание. Нужно будет его уже под себя адаптировать, инфраструктуру переделать, обжиться в нем. Здесь наше министерство будет полностью поддерживать. Во-вторых, вы знаете, решением президента было разделено наше Министерство образования и науки. Очень долго обсуждалось, последние несколько лет очень интенсивно, активно, что все-таки, наверное, надо разделить министерство. Не может один министр отвечать за всю сферу образования и науки, дошкольная, средняя, профессионально-техническая, высшая, послевузовская, наука, НИИ. Я в 2009 году пришел в Министерство образования, руководителем Болашак программы, вот, Центра международных программ. И вот тогда уже увидел впервые, вот мы сидим на совещаниях, министр, и там какой-то обсуждается приказ и целая политика по, например, дошкольному образованию. И по сути дела все политические решения принимает начальник отдела, там максимум начальник управления, все на него смотрим. Там Карлыға жетпейсің, Карлыға жетпейсің, как быть? Она говорит, ну вот так, ну все, так и будет. Потому что действительно огромная сфера. Фактически человек рождается, буквально первые дни рождения поступает в функционал или подведомство нашего министерства вот, до разделения и до конца своей жизни в нем живет в этой реалии. Разделено министерство буквально 4 месяца назад. Министерство просвещения отвечает за дошкольное, среднее, профессионально-техническое, и наше Министерство науки и высшего образования за высшее образование, науку. Я чуть позже, после нашей официальной части награждения, сегодня пришел с особой миссией к вам, указом главы государства Александр Владимирович за огромный вклад в развитие науки, высшего образования нашей страны, укрепление гуманитарных, социальных, образовательных, научных связей между нашими братскими странами, награжден очень высоким орденом Парасат. И там были какие-то большие награждения в Агорде, были отдельные награждения там в регионах, но я сегодня именно по особому поручению президента нашей страны лично, индивидуально, вот, с коллективом пришел наградить вашего руководителя. Это тоже отдельная большая честь и признание заслуг лично Александра Владимировича и нашего филиала, который готовит великолепные кадры для нашей экономики, и не только там одной страны, но и всего региона и даже мира. Поэтому давайте нашу официальную проведем церемонию награждения.
Саясат Нурбек, уважаемый наш министр. Я хочу сказать, дорогие друзья, прежде всего, мои слова благодарности Касаму Жомарт Камильевичу Токаеву, президенту, который подписал данное распоряжение, данный приказ, и в результате я лично этот орден. Но это орден не мне лично. Это действительно совершенно правильно сказали. Это признание роли казахстанского филиала МГУ и Московского университета в Казахстане. Это признание деятельности нашего коллектива. И признание того, что мы идем правильным путем. Я могу сказать, сейчас себе даже задаю вопрос, а что главное, что мы сделали? Даже не знание, хотя это вообще этап жизни всех нас. А главное, что мы сделали качественное, современное, мощное образование. Мы не подкачали. Мы сделали его образование высокого уровня. И мы убеждаемся в этом ежедневно фактически, когда наши выпускники приходят на работу. И мы будем идти таким же путем и дальше. Я могу сказать, что еще один момент, связанный с обращением к президенту. Эти два момента исторических связаны в развитии нашего филиала с его именем. Первый момент – это подписание соглашения на уровне закона. То есть мы единственный филиал, не только в России и Казахстане, который, и учебное заведение даже, которые имеют специальное межправительственное соглашение о деятельности. Это была дорога 10 лет, даже больше. Прохождение этих этапов ужасно через все станции. Но в итоге точку поставил Касым Жомарт Кемельевич. Он подписал. Второе. Вы знаете, тайны и секреты я не могу рассказывать, но Саят подтвердит, что именно президент принял решение по поводу того, чтобы нам выдать здание. И вот это, конечно, два имени связано с тем, потому что он высокообразованный человек и действительно стремится искренне сделать так, чтобы стране и народу было лучше. И, конечно, мы желаем ему больших успехов в этом отношении. Саясат Нурбек, я вот что хочу сказать. Большое спасибо вам. Это вы первый министр из 13, которые были при моей работе в Казахстане, которые фактически на следующий день после вступления в свою должность реальную приняли меня по первому моему звонку и провели со мной беседу. Это дало очень хороший импульс и хорошее настроение для нас, для Московского университета. И Виктор Анатольевич выразил вам большую благодарность за это, я хочу сказать. Это высоко оценено в Московском университете. И мы везде об этом рассказываем. И вот ваш сегодняшний подарок нам, выступление с лекцией, это тоже из этой же линии, вашего внимания искреннего, потому что произвести изменения в этом сложном параметре развития. Наука плюс образование. Ключевом фактически для будущего развития. И в заключение я хочу сказать следующее, что, уважаемые коллеги, поблагодарить вас, уважаемый коллектив, дорогие друзья, наших студентов, за то, что мы вместе, за то, что мы знаем, что у нас впереди большие задачи, и мы обязаны будем, и искренне от души желаем сделать так, чтобы наше имя Московского университета, имя нашего казахстанского филиала Московского университета, казахстанского филиала, дальше олицетворяло мощь и красоту науки и образования, которые создают будущее и нашу жизнь. Спасибо еще раз большое. Мне почему-то вспомнился фильм «В бой идут одни старики». Помните, там вот молодой летчик подходит к механику, и говорит: «Чего, говорит, дядя?» Говорит, а он так на него смотрит насупленно. «Чего, говорит, дядя?» Говорит, «Не нравлюсь?» Говорит, «Да нет, ты у меня 5-й». Смотри, говорит, из 15, говорит, министров. Да. Но так легко вы, Александр Владимирович, не отделаетесь еще. У нас еще есть по нашей старой доброй казахской традиции ахсакал, то есть вот большому человеку, достигшему возраста мудрости, возраста большого опыта жизненного, который может показывать, как вы сказали несколько раз, верный путь,
Мне опять еще одна аналогия пошла. Верной дорогой идете, товарищи. Да? Мы всегда дарим шапан. Это нашу национальную одежду. Шапан кикзу. Поэтому позвольте от лица министерства лично уже от себя, как министра, вам, как нашему аксакалу, шапан одеть. Это наша традиционная версия мантии. Причем ручной работы, ох, вот не убрали мы, это вот очень такой вот дорогой, я прям сам пошел, выбрал специально. Заранее все размеры взял, чтобы все вот подходило, все как положено. Вот теперь вы наш аксакал. Так, дальше. Уважаемый Александр Владимирович, позвольте от лица преподавательского коллектива и студенческого сообщества казахстанского филиала МГУ поздравить вас с высокой государственной наградой и пожелать вам успехов, крепкого здоровья и долгих лет жизни. Хотя по нашему казахскому обычаю перед уходом дарят подарки. Но я хочу сказать, это другая ситуация. Вот здесь у меня есть изображение Московского университета. Виктор Анатольевич обратился перед поездкой, а он говорит, передайте поздравления. Ведь наш Московский университет. Он говорит, так, я хочу подарить им самое дорогое, что у нас есть. Это Московский университет. А теперь лекция министра науки и высшего образования Республики Казахстана Саясата Нурбека «Навыки и компетенции в эпоху цифровой трансформации». Уважаемые друзья, Александр Владимирович попросил еще коротко обратиться к вам, рассказать чуть-чуть о той работе, которая проводится сейчас министерством. Хотя нам всего лишь 4 месяца от роду, но в работу мы включились активно. Есть там, конечно, много административных, бюрократических проволочек. У меня даже есть, оказывается, пульт, который надо включить. Да, включен. Все, отлично. Почему именно я начал с этой цитаты, с этого поручения главы нашего государства? Потому что мы активно по поручению нашего президента начинаем открывать филиалы зарубежных университетов. И фактически ваш филиал, он стал таким вот первопроходцем. Да, это был один из первых филиалов зарубежного, в частности российского университета, открытых в Казахстане по отдельному межправительственному соглашению. Сейчас их намного больше. И сам процесс открытия, если раньше мы открывали филиалы по межправительственным соглашениям, это был достаточно сложный такой политический процесс, мы этот процесс упрощаем и идем на открытие нашего образовательного пространства. Почему? Есть несколько больших причин. Первое, наверное, и самое главное, это то, что в целом в регионе
в Казахстане начинает очень сильно расти население. То есть фактически мы вступаем в такой интересный цикл демографический. По данным Организации Объединенных Наций, к 2030 году, буквально через 7 лет, население Центральной Азии, наших 5 стран, превысит 80 миллионов человек, где-то около 82-83 миллионов говорит. По отдельным другим оценкам, так как в Узбекистане взрывной рост идет демографии, в Казахстане, в Кыргызстане почти под 100 миллионов. Мы буквально через ближайшие 7 лет с вами подойдем. Будет небольшой спад в 2025, 2026, 2027, 2027, потому что в детородный возраст зайдут девочки, родившиеся в 90-е годы, их родилось не очень много у нас, но потом начнется действительно большой взрыв, потому что в фертильный, как вот называют там термином, возраст вступит поколение после 2000-х родившиеся, у нас их вот очень большой рост был. 450 тысяч детей родилось у нас в прошлом году, 420, почти 6 тысяч детей родилось в позапрошлом году, поэтому пандемии есть свои позитивные, на самом деле, последствия, хоть и, скажем так, непрямые. И фактически в этом году у нас будет почти 500 тысяч детей, вот мы ожидаем, по итогам 2022 года, то есть в ближайшие последние 3 года 1,5 почти миллиона детей только в Казахстане родилось. Последний раз такой рекорд исторический, абсолютный, причем рекорд 20-го столетия, был зафиксирован в 1987 году. Казахская ССР 417 тысяч детей родилось в том году. Это был абсолютный рекорд 20-го столетия. В 21-м вот мы уже 3 года подряд имеем 3 больших рекорда. И в первую очередь такое количество детей создаст очень серьезное давление на систему образования. Уже сейчас дошкольная организация наша начинает испытывать серьезное давление. В этом году официально в школу у нас пошло в 1 класс свыше 400 тысяч детей. И вот те проблемы, которые начинаются последние несколько лет активно обсуждаться, нехватка общежитий, нехватка школ, переполненные классы, там 40 первых классов. И вот в 54-й школе в прошлом или позапрошлом году я читал лекцию как раз, и один из преподавателей поднимает руку, говорит: вы же там что-то с образованием связано? Я говорю: ну да, стараюсь, пытаюсь. На латиницу, говорит, латинский алфавит, когда перейдем? Я говорю: ну вот 2024-2025 там отложили. Не переходите, говорит. Я говорю: почему? А вот сейчас в алфавите казахском, нашем сейчас национальном, 42 буквы. 33 русские вот, и наши 9 специфичных. А если в новом предлагаемом латинском 28 всего. Оказалось, в 54-й школе 40 первых классов. То есть без мягкого твердого знака у них первый Я класс есть, первый Ха, первый Ю. Да, и он говорит: а сейчас у нас, говорит, букв не хватит, говорит, не переходите. Ну вот мы так пошутили, но вот представьте 40 первых классов. И это уже действительно, это та действительность, в которой мы начинаем жить. И мы начинаем понимать, что мы не сможем такое количество школ быстро построить. Вот мы сейчас по поручению президента будем до 25-26 года строить 1000 школ, и нам понадобится порядка 70-80 тысяч преподавателей. Это вот сейчас нагрузка пойдет еще на наши пединституты. На пределе мощности мы будем работать, чтобы успеть подготовить такое количество педагогических кадров. На эту демографическую волну накладывается другая волна, миграционная. Но перед этим, если мы посмотрим еще шире на наш регион, то мы увидим, что, в регионе взрыв произошел населения, не только у нас. Индия, 1,5 миллиарда человек, официально в этом году самая густонаселенная страна мира, обогнав Китай. Пакистан, Бангладеш, то есть если так вот в целом чуть шире посмотреть на наш макрорегион, почти 2 миллиарда человек живет, и вот происходит вот этот взрывной рост. И им всем нужно что делать? Учиться. В Индии сейчас просто вот тяжелая ситуация, огромное количество детей фактически не имеет доступа к среднему, если образование как-то пытается выруливать правительство Индии, но высшее образование это просто там огромное, безжалостное, вы даже не представляете, какая конкуренция для поступления. Есть такая поговорка в Индии: легче поступить в MIT, да,
Массачусетский институт технологий, чем IIT Indian Institute of Technology. Это ведущий технический университет Индии, где конкурсы просто бешеные. На одно место до нескольких десятков тысяч человек достигают. Вот миграционная вторая волна состоит в том, что огромное количество людей из нашего большого макрорегиона ищут возможности для получения образования. И исторически огромное количество студентов из Бангладеша, Пакистана, Индии учились в российских университетах, украинских университетах. Вот буквально в новостях недавно проходило, в связи, к сожалению, вот с той ситуацией, которая сейчас есть, с Украины огромное количество вот этих студентов, их порядка там свыше 20 тысяч, начали искать варианты здесь, у нас, в Казахстане, в Кыргызстане, в Узбекистане. В первую очередь медицинские студенты, медики. Их вот огромном количестве они начинают прибывать. Внутри нашего региона огромное количество родителей сейчас переживают. Они бы отправили своих детей за рубеж, но в связи с ограничениями миграционными, ужесточением безопасности, ужесточением визового режима, сейчас все сложнее и сложнее получать, не каждый день мне идут сейчас жалобы, там, и итальянское посольство полностью закрыло, не выдает студенческие визы. Очень сложно получить сейчас визы в США, даже студенческие, там, научные по обмену и так далее, и так далее. Начинают искать какие-то варианты получения образования здесь. Есть всего лишь 2-3 выхода, как нам справиться с этой волной, которая начинает нарастать, сдвоенной такой волной. Первое – это строить больше школ, строить больше университетов, либо расширять академическую инфраструктуру действующую, текущую. Здесь большие проблемы, это очень дорого, это огромные капитальные вложения, инвестиции. У государства сейчас вот прямо таких денег нет на самом деле. И последний раз, уважаемые друзья, к сожалению, большие капитальные инвестиции в академическую инфраструктуру вот, были все в советское время. Кампус Казну Аль-Фараби 74-75, Букетова 73-72, там основные региональные университеты, корпуса были еще 60-е годы построены, там Аманжолова, Восточно-Казахстанские государственные университеты и так далее, и так далее. То есть фактически последние 55-60 лет больших реальных инвестиций в строительство новых академгородков, кампусов, отдельных академических территорий фактически не было. Помимо, Назарбаев университет – это отдельная история, лучше ее не будем поднимать. Вот. И получилась вот такая ситуация, что на пределе сейчас на самом деле возможностей работают наши университеты. К примеру, наш национально ведущий университет Аль-Фараби в Алмате, вроде кампус большой, он был, это первый такой был отдельный большой кампус на самом деле. Рассчитана текущая академическая инфраструктура на 10, с уплотнением 15 тысяч студентов. 26, почти 27 уже тысяч студентов на сегодняшний день учатся в нашем Казну имени Аль-Фараби. Только дефицит койко-мест в общежитиях составляет 14,5 тысяч, например. Евразийские и все остальные наши университеты, в основном исторически построены в советское время, они построены внутри городов. Они оказались зажаты сейчас быстро развивающейся урбанистической городской инфраструктурой. Расти им больше фактически некуда. Вот наш ЕНУ даже, где мы сидели, наш филиал, все, ему расти больше некуда. Справа, слева, как бы зажат он полностью оказался. И в основном все региональные университеты в такой ситуации находятся. Поэтому выход первый, дорогой, тяжелый, надо выносить вузы за пределы города. Это огромные инвестиции. Второй выход – начинать строить, приглашать, иностранные университеты, открывать новые кампусы, давать возможность вот в этом большом формирующемся образовательном рынке поучаствовать, чем мы сейчас активно и занимаемся. По отдельному поручению главы государства мы открыли, вы знаете, помимо филиала МГУ, сейчас начинаем открывать кампусы и филиалы ведущих российских технических университетов. Я вот лично ездил в Алматы, Московский инженерно-физический институт открыл свой отдельный такой филиал на базе Казну Аль-Фараби, Российский университет нефти и газа на базе нашего Сафи Утибаева в Атрауском университете нефти и газа. На очереди еще несколько серьезнейших университетов стоят, поэтому конкуренция, уважаемые коллеги, будет повышаться. Я вот сразу всех ректоров тоже предупреждал до этого. То есть теперь мы не только друг с другом конкурируем и там с другими казахстанскими университетами, но и начинают и будут заходить активно большие университеты. Де Монфорт маленький частный, это Лестер. Британский университет в прошлом году открыл уже полноценный кампус свой в Алматы.
Университет Аризоны, это, наверное, впервые в истории там, нашего региона, когда такой большой американский университет открылся на базе Северо-Казахстанского госуниверситета имени Манаша Козубаева в Петропавловске. Буквально вчера, вот, я не знаю, в новостях видели, не видели, мы достигли соглашения с Хериот Вот. Это старейший инженерно-технический университет Шотландии. В топ-5 он входит университетов. На базе открывать он будет свой филиал Ахтюбинского нашего регионального университета имени Жубанова в Ахтубе. И еще несколько больших университетов тоже сейчас начинают понимать, что вот формируется очень серьезный образовательный рынок. И Центральная Азия, и Казахстан, в частности, может выступить вот таким большим зарождающимся хабом академической мобильности. Поэтому надо серьезнее готовиться к вот растущему потоку. Студенческий контингент на сегодняшний день у нас составляет порядка 620 тысяч студентов по всем уровням бакалавриат, магистратура, докторантура, PhD. Но уже к 2030 году он удвоится вдвое, по нашим прогнозам демографического ожидания. А к 2025-2026 мы под 1 миллион уже будем иметь студентов. Поэтому давление на инфраструктуру, на академическую инфраструктуру, на университеты будет расти. И третий выход, другого мы сейчас пока даже не видим, это все-таки цифровизация образования. Потому что мы не можем охватывать базовой инфраструктуры такое количество желающих учиться. Мы должны разряжать инфраструктуру, мы должны предоставлять возможности гибридного образования, мы должны предоставлять возможности для людей получать определенные навыки, компетенции, определенные курсы дистанционно. Уже летом, в июле, в августе, первое мое решение было это подправить государственный образовательный стандарт, дать еще больше автономии университетам и ввести впервые там, понятие онлайн-образования, приравнять его к очному, чтобы вузы начинали загодя готовиться вот к этой большой ситуации. Цифровизация, ну здесь давайте я сразу перейду, почему все-таки мы должны готовиться, весь академический мир, к вот той цифровой реальности, которая потихоньку начинает догонять нас. Технологии, когда они появлялись, выходили на рынок, большое количество экспертов всегда говорило, ну вот теперь-то точно поменяется традиционный, консервативный формат образования. Потому что образование в истории человечества всегда в основном проводилось по одному простому формату, фронтальному, когда человек, обладающий знаниями в ограниченном физическом пространстве, передавал эти знания людям, детям, там, молодому поколению. И вот этот фронт, face-to-face, фронтальный формат передачи знаний, он, в принципе, тысячелетиями там, не менялся. И вот появилось радио. Вы не представляете, вот, огромное количество, я тоже специально вот историю изучал, там, как технологии влияли и меняли образование, вернее, попытки технологий радикально, там, фундаментально поменять логику образования. Когда появилось радио, было вот такое большое ожидание. Представьте, массовый инструмент, тысячи людей могут получать информацию из одного источника одновременно. Если вот старые фильмы мы вспомним, американские, вот Дос Мухасан недавно наш, очень классно, кстати, рекомендую сильно. Вот все сидят возле радио, слушают. И третье место занимает новый перспективный вокальный инструментальный ансамбль из Казахской ССР. И вот все сидят, слушают. И были очень много образовательных программ, на самом деле. Вот Том и Джерри, старые мультики, если вспомните, они там вот сидят, слушают там, и там каким-то таким радиоголосом рассказывают. Но чудо не случилось. Кымтахтага шагада осталось. Кымтахтага шагада — это вот кто учился в школах казахских, это я просто мое детство, это апай выходит учительница. Кто выйдет к доске, да, кымтахтага шагада, сразу начинает так прятаться. Но я был отличником, я сел на первую партию, у меня фамилия Акимов раньше была, я стал первый всегда в журнале. Я так просто, приходилось готовиться. Может, поэтому отличником стал. Потом появилось телевидение, и все эксперты сказали, ну теперь точно поменяется образование. Вы что? Аудио, визуальная информация, огромное быстрое распространение телевизоров в повсеместном обиходе. Все. Фронтальному образованию конец. И действительно, первые программы на телевидении, они были научно-познавательные, развлекательно-познавательные, даже вот Muppet Show, это все были изначально образовательные программы.
Чудо опять не случилось. Люди предпочли сидеть и смотреть другой контент на телевидении, к сожалению, развлекательный больше. Потом появился интернет, и все сказали, ну все, хана этому вашему традиционному образованию. Ты представь, это мультимедийный контент, интерактив, можно электронную информацию менять, быстро обновлять, доставлять огромному количеству людей. Потом появилась виртуальная реальность. Вот сейчас компания Facebook даже поменяла свое название, Мета называется, метавселенная, Metaverse. И все сказали, ну все, теперь точно хана. Потому что вы можете смоделировать любую образовательную ситуацию. Это вот фильм «Матрица», когда, помните, говорит, что, говорит, говорит, я умею, говорит, я знаю кунг-фу, говорит, да, там, покажи мне, да, вот. Ну, пока тоже, вот скажем так, супер революционного ничего не случилось. Мы опять приходим в наши классы, вот. Помогает, добавляет, насыщает, поддерживает, помогает контролировать. Но саму логику, саму философию образования пока, к сожалению, несмотря на огромный, почти вековой уже путь, когда мы соприкасаемся с какими-то новинками научно-технического прогресса, не поменяла. Или, так скажем так, радикально вот пока не поменяла. Но я вот больше обращаюсь даже не к коллегам своим, а вот к студентам. Очень сильно рекомендую вот эту книгу. Написана в далеком, в 1962 году Томасом Сэмюэлем Куном, физик. Кстати, он преподавал теоретическую физику в Гарвардском университете, в Принстоне. Называется она «Структура научных революций», «The Structure of Scientific Revolutions». Томас Кун сам себя еще называл «Я историк науки». Он изучал, как научно-технологические изменения меняют там, природу наших взаимоотношений, оказывают большое влияние на там, социальное развитие, экономическое развитие человечества и так далее, и так далее. И вот это слово «парадигма», смена парадигмы, paradigm shift, это впервые, кстати, было вот использовано Куном в этой книге, в 1962 году написано, да, она переиздана на огромное количество языков. Именно в этой книге он впервые это использовал слово. И вот смена парадигмы, парадигма, вот по сути дела, новоизведение 1962 года Куна. И я не буду книгу пересказывать, просто на двух как бы базовых остановлюсь в правилах, которые Кун в своей книге описывает. Первое – закономерность. То, что научно-технологические изменения происходят не эволюционным путем, а революционным путем. Вот есть некая базовая технология, приходит новая базовая технология, и все, что было связано со старыми наработками, оно просто уходит со сцены, меняется радикально, сменяется. То есть вот первая там, промышленная революция, Джеймс Ватт, шотландский изобретатель, паровой котел, паровозы, пароходы, огромные научно-технологические вот революции, Европа, Фултон, появляется другой, более компактный, более мощный источник энергии, базовая технология, двигатель внутреннего сгорания, все, что связано с паровозами, пароходами, как-то резко раз и уходит, сменяется, и меняется логика сама производственная, другие материалы появляются и так далее, другой источник энергии и так далее, и так далее. Вот это первая закономерность, которую очень важно понимать всем, наверное, странам, всем университетам, всем людям, которые как бы хотят участвовать в современном научно-технологическом развитии. Почему? Потому что неважно, сколько вы вкладываете, инвестируете, строите инфраструктуру, связанную со старой базовой технологией, с приходом новой базовой технологии все это просто вот уходит в небытие, если так можно сказать. Потому что паровозы, пароходы мы сейчас видим только в виде там памятников. Вот у нас здесь в Астане старый вокзал есть, вот если вы видите справа, такой большой черный на постаменте стоит. Но самое интересное, уходит культурное осмысление этой базовой технологии. Вот у меня дети маленькие, когда были, я помню, встречали родственников, мы вышли, и они говорят: папа, а что это такое? Вот этот черный паровоз. Я, как человек 20-го столетия, думаю, наконец-то мой опыт детям 21 века хоть как-то будет полезен. Потащил их туда, поставил и лекцию им прочитал. Это паровоз. Паровой котел, горит уголь, вода нагревается, пар. Рассказал про Джеймса Ватта, как он смотрел на чайник. В эту Порше толкать. Не поняли. Почему? Потому что они никогда не видели печки. И как горит уголь. Я их потащил в деревню, вот здесь вот есть, вот, как это, Романовка, Рождественка называется. Пришел к одному там дальнему родственнику и говорю: можно я у тебя одолжу печку на час-два?
А я родился в доме простом, вот этот, не в квартире. И каждый день, лет до 15, много лет разжигал печку. Вы знаете, как утром, туалет на улице, ну вот такое тяжелое детство, да. И немножко, конечно, мой родственник подумал, что это не то, потому что 3 хорошо одетых ребенка, городских таких, чистеньких, сидели, пачкались углем, нюхали его, крошили, я им помогал разжигать это все, показывал, что такое уголь, потому что пока они это не поймут, не увидят, они не поняли, как работает паровоз. Для них энергия это вот так, чик, включил, чик, и электричество. Вот это вот сам процесс получения тепловой энергии был для них абсолютно непонятен. И вот это очень интересная закономерность, которую сейчас многие страны переосмыслили в виде венчурных финансов, в виде стартапов. То есть это поиск, огромный, многонаправленный, диверсифицированный поиск новых идей, новых технологий. И игра стоит свеч. Огромное количество стран вкладывают большие деньги, либо привлекают частный бизнес, мотивируя его постоянно находиться в поиске каких-то новых решений, новых технологий. И игра стоит свеч. Если выстреливает что-то новое, какая-то новая базовая технология, вы сразу уходите вперед. Вы сразу уходите на другой уровень, переходите на другую базовую технологию, что и делают развитые страны в течение последних 50-60 лет. И вторая закономерность, которую радикальные изменения, фундаментальные. И вторая закономерность, которую выявил Томас Кун, в том, что ускоряется этот процесс. Если первая промышленная революция до второй где-то 150 лет заняла, потом там 100, с каждым разом все короче и короче вот этот период смены радикальной декорации. GSM стандарт, вот, которым мы все пользуемся, в 90-м году был принят европейский стандарт сотовой связи. Сейчас мы уже 5-е поколение, G5, сейчас уже 6-е. Вот мы с компанией Huawei подписали уже соглашение по открытию 50 цифровых лабораторий на базе наших университетов. Кстати, одну вот можем у вас открыть. И уже разработан G6 стандарт, потихоньку начинает его апробировать компания Huawei. То есть за 30 лет уже 6 раз сменился базовый стандарт на самом деле. Хотя G1 он действовал чуть дольше, но вот G2, G3, G4, G5, вот это последние 10-12 лет ускоряется. Вот эти две базовые, уважаемые друзья, закономерности сейчас и правят миром, если так разобраться по-хорошему. Но самое радикальное изменение, которое произошло и которое мы до сих пор не можем зачастую переосмыслить или понять, или до конца оценить, это вот это радикальное изменение, которое произошло. Тысячелетиями человечество жило в одной реальности, физической реальности. Вот в той реальности, где мы сейчас с вами находим. Дышим, потеем, кто-то спит уже, где-то там, да, уже все неинтересно, уснули. Кто-то записывает, кому-то уже там какие-то свои мысли. Ну, вот та физическая реальность, в которой мы сейчас находимся с вами. Нас здесь ограничивают физические законы. Гравитация, например. Да? Выше 10 сантиметров вряд ли получится мне прыгнуть. Вот, кто-то может больше, но не я. Но вдруг наша реальность расщепилась. И это беспрецедентный опыт, которого в истории человечества никогда не было. Мы жили с вами только в одной реальности тысячелетиями, аналоговой физической реальности, ограниченной физическими законами. И все было просто и понятно. Человек очень четко осознавал свои ограничения в этом мире. Да? Там вот докричаться, там все, наша история, всадник там убегает, все, не достучался, уехали, убежали. Там всадник бежит на тебя, у тебя одна стрела, и вот одной стрелой попадешь, не попадешь, одного человека ты можешь убить или поранить как минимум. Все. Но вдруг, представьте себе, вот никогда не было в истории человечества такого опыта, когда вдруг мы с вами стали жить в двух реальностях. В реальности физической и в реальности виртуальной. Причем сосуществуя в гибридном формате. Вот сейчас, быстро реагируют коллеги ваши, сразу тренированный. Обычно так вот копается, не получилось. Тоже, как вы быстро реагируете? Вот. Нет, меня снимает. Вот
Я просто хотел привести пример, но у вас профессора прям совсем натренированные, да, прям так сразу. Потому что обычно это хорошо срабатывает трюк этот. Вы показываете человека, он так секунд 5, где-то 10, я так обычно замолкаю, он там что-то копается, а потом мозг посылает сигнал, что-то не то, что-то замолчали, тишина. Или кто-то рядом так его в бок, он так, Да? В этот момент что происходит с нашими коллегами? Они с нами в нашей физической реальности. Нет, они в той параллельной реальности виртуальной, и там все хорошо. Там интересно. Там информация, там данные, там близкие, там друзья, там дети. Там работа у многих сейчас уже. Там деньги, там платежи, там налоги. И самое страшное, что происходит с каждым днем, с каждым месяцем, с каждым годом, в принципе, многое того, что мы делали раньше исключительно в физической реальности, начинаем мы делать в реальности цифровой. И в какой-то момент, возможно, в физической реальности это особо и не нужно будет уже ничего делать. Вот братья Вачовские такие были товарищи. Сейчас они сестры Вачовские, кстати, вот первый закономерно. Насколько радикально все поменялось. Когда мы в 99-м году вот смотрели фильм «Матрица» первый, так а теперь это сестры уже. Вот они вот задались этим вопросом, кстати. Он почему был такой достаточно революционный фильм по тем временам? А что будет? Причем очень такой визионерский фильм, когда вообще человечество уйдет в физической реальности и вот жить будет в той цифровой реальности. Или вот года 3 назад вышел Стивена Спилберга фильм, называется «Первому игроку приготовиться», Ready Player One. Очень сильно рекомендую посмотреть. Это такой один шаг до матрицы, когда люди живут в физической еще реальности, в основном там покушать, пописать, поспать, а все в той вот в виртуальной игре «Оазис» там все происходит. Очень классный фильм, обязательно вот посмотрите его. И начинают все чаще и чаще люди задумываться. И вдохновившись этим фильмом, Цукерберг вот и переименовал в прошлом году компанию «Мета» и запустил этот проект «Метавселенная». Рынки отреагировали не очень хорошо, но вот он все-таки верит, что что-то такое большое произойдет. Но если мы глубже задумаемся, уважаемые друзья, что действительно вот эта расщепленная или гибридная реальность начинает действительно влиять на все, что мы делаем в этой жизни. Мы все чаще и чаще проводим время, если вы заметите, где-то там, не здесь. Даже сейчас, вот уже прошло почти 30, наверное, может 20 минут вот этой моей монолога, все, уже людям неинтересно, потому что я вот смотрю, процентов 15-12 зала уже опять вернулось туда к себе, в цифровую реальность. Там интереснее, там новости короче, там какие-то новые постоянно факты появляются. Какой-то контент, который умный алгоритм уже именно под ваш интерес, под вашу психологию, под ваши привычки, под ваши вкусы заточил, поднес вам. Постоянно причем. Причем он держит ваше внимание. И вот представьте, как тяжело в этой расщепленной реальности сейчас работать преподавателем. Потому что теперь нам, чтобы хоть какое-то время удержать ваше внимание, что только не приходится делать. Вы не представляете, как это сложно. Мы конкурируем не сами с собой и не с другими преподавателями. Мы конкурируем с огромными индустриями, Netflix, Instagram, TikTok, огромными компаниями, с самым лучшим контентом, самыми лучшими режиссерами, самыми лучшими сценаристами, самыми лучшими специалистами по спецэффектам, с огромным контентом, который генерируете вы сами. С огромным, фактически весь мир сейчас погружен в такое социалистическое соревнование по производству лучшего контента. И иногда вот преподаватель начинает в такую депрессию впадать. Я вот когда «Хомячок» в ТикТоке вышел, это очень такой раскрученный блогер, знаете, такая молодая девушка такая. Я посмотрел на ее просмотры, там 15 миллионов, посмотрел на какие-то свои лекции. Я пришел домой и сказал: все, я больше вообще не буду преподавать, зачем мне это надо? Супруга говорит: ты что, у тебя хорошая, интересная лекция. Я говорю: посмотри на «Хомячка». 15 секунд кривляний, 15 миллионов просмотров. Это абсолютно несправедливая конкуренция. Поэтому, уважаемые друзья, во-первых, пожалуйста, пожалейте бедных преподавателей, потому что удержать ваше внимание – это архисложная задача на сегодняшний день. То есть задачей сейчас любого преподавателя на любом уровне образования, среднем, высшем, становится хоть как-то привлечь к себе внимание, чтобы потом хоть что-то вам передать.
Потому что за ваше внимание, а внимание – это самый главный товар на сегодняшний день. Я вам очень сильно рекомендую, кто не смотрел, посмотреть такой вот сногсшибательный документальный фильм. На Netflix он вышел в прошлом году. Называется он «Социальная дилемма», «Social Dilemma». Да? Где прямо вот изнутри эти же инженера, эти умные инженера из ТикТока, Фейсбука, Инстаграма рассказывают вам, как они управляют вашим вниманием, как эти алгоритмы работают, манипулируют фактически вами, насколько тонко проникли в тайны человеческой психики, вот эти скрытые пружины человеческой психики, внимания, нейрофизиологии, для того, чтобы вот как можно дольше держать в своем приложении конкретного пользователя. Это огромный труд огромного количества людей с миллиардными инвестициями. Наверное, в науку столько не инвестируют, как в алгоритмы и механизмы удержания внимания. И вот здесь начинается большая проблема для системы образования. А что нам делать? Как нам удерживать внимание? Как нам исполнять эффективно свою работу, чтобы мы могли передать вам те знания, за которыми вы пришли? И самое обидное, люди платят за то, чтобы получить знания, но не хотят их получать, потому что их утащили в другую сторону. И единственный выход – спускаться на это поле, начинать работать здесь, начинать учиться этим же приемам. Потому что в конце концов мы должны вам дать эти знания. Мы подписали большое соглашение с компанией Coursera, лучшей вот платформой. Да-да-да-да. Да-да-да. Это сейчас я чуть-чуть расскажу интересно. 3 года, 3-летний большой контракт. Президент наш ездил в Нью-Йорк, встречался с Джеффом Мадженкальдо, CEO в Coursera. И мы поняли, что сейчас ключевая проблема в цифровом образовании, онлайн-образовании, электронном образовании, гибридном образовании, как хотите назовите, даже не платформа. Да? Сколько этих платформ, Moodle, edX, их очень много. Есть прям открытые платформы, можно что угодно сделать. Не там какие-то там методические вещи, а именно контент, содержание. Наши преподаватели не умеют пока в большой своей критической массе создавать контент правильно, по тем закономерностям, которые есть, по тем особенностям создания виртуального вот этого онлайн-контента, который есть. Это не обычный контент, не тот контент, к которому мы привыкли. Это не хватит оцифровать, сделать PowerPoint, оцифровать вашу лекцию, закинуть, сказать, ну все, лекцию записать. Бүгінгі лекцияның тақырыбы интегралдар. Бірінші сұрағымыз, и уже где-то на 5-10 секунде глаза соловеют. Өте қызық, абай. Кім тақтаға шығады? Это очень сложно на самом деле. Есть свои стандарты, есть огромное количество методологических особенностей, которые надо учитывать. И наша задача, которую мы перед собой ставим за эти 3 года, научить наших преподавателей создавать контент в соответствии с самыми большими там, стандартами, запросами мировыми. 3 года мы себе берем, и мы вот такую делаем очень сильную мотивационную вещь. Мы договорились с Coursera, что если наш профессор, то какой вот весь его контент, вот он заливает его на Coursera, и если этот контент действительно конкурентоспособный, действительно вы сильный профессор, интересно, вот сейчас в Инстаграме смотрите, как там только не ухищаются сейчас профессора и преподаватели, то вы будете зарабатывать деньги хорошие, помимо вашей зарплаты, бонусов и так далее, и так далее. Вот есть такой знаменитый ученый Роберт Сапольский, Боб Сапольский, такой бородатый, генетик, биотехнолог, биолог, извиняюсь. Он был очень известный ученый вот в своем узком кругу. Но как только он записал с Барбарой Окли этот самый знаменитый курс, он долгое время был самым продаваемым №1 курсом на Coursera «How to learn», как учиться. Он стал мировой знаменитостью. Все его знают, цитируют, везде его приглашают. А хотя сидел себе в Калифорнии, тихо там преподавал, никому не мешал. Вот у вас появится возможность, я сейчас в первую очередь к ППС обращаюсь, стать мировыми звездами. Надо тоже растить своих профессоров, своих звезд через вот такие платформы, через интересный контент. Но для этого мы должны вас научить, как им пользоваться. Есть очень много описаний вот этого гибридной реальности, в которую мы сейчас с вами начинаем входить. Первое такое было традиционное VUCA. Все слышали, наверное, volatile, uncertain, complex and ambiguous. Это вот было описание мира волатильного, сложного, неопределенного и неоднозначного.
Но сейчас вот даже вот эта вот формулировка поменялась, как все резко меняется. Сейчас интересное новое, придумали новую аббревиатуру для описания нашего мира. Bunny World. Кто-нибудь слышал? Bunny. Иди ты в бане, говорит, да? Кто-нибудь слышал? Нет. Ну вот, хорошо, значит, услышите. Это 4, опять же, английских слова, аббревиатура B. Brittle. Хрупкий. Мир стал очень хрупкий. Огромные корпорации, которые казались незыблемыми, раз и распались, исчезли, обанкротились. Огромные какие-то компании, государства, которые казались вот все там и что точно. Раз, все резко поменялось. Там, лидеры, которые казались вечными, раз и все изменилось. Я сейчас не про Казахстан говорю. Да. A. Anxious. Мир стал очень переживающим. Мы начинаем переживать за все. Вы не слышали? Сотнями погибают олени, карибу в Канаде. И опять там, у BP разлив нефти, и они там все... Ужас! И вот мы сидим, обсуждаем какие-то проблемы, которые нас, честно сказать, вообще не касаются. И точно мы никак там не влияем, и на нас тоже не влияют. Но вот мировые глобальные новости стали настолько всепроникающими, настолько нам легко доставить, что мы начинаем за все переживать. Новая вспышка нового штамма COVID, и опять в Ухане. Ох уж этот Ухан, что это биологический, я же говорил вам, это точно биооружие. Да, и вот YouTube-канал подтверждает. N, non-linear, нелинейный. Мир стал очень нелинейным. Если раньше было начало, середина, конец, все как-то проектное управление, сейчас невозможно применять даже некоторые старые методологии, которые такие, знаете, конечные. Где вот есть начало, середина и конец, проектное управление. Вот и мы сейчас на госслужбе пытаемся применять проектное управление, его невозможно применять. Потому что тебя вызывают на совещание и говорят, да что по вот такому-то вопросу, вот меня вчера вызвали в Агурду на совещание, и говорят, вот нам пришла нота от посольства Узбекистана, что Самарканд нужно объявить столицей цивилизации, тюркской цивилизации. Я говорю, а я тут при чем? Вы же за науку отвечаете? Я говорю, ну как бы да. Ну вот обоснуйте нам, что Туркестан это столица. Я говорю, так, хорошо, когда это поручение нужно выполнить? Прямо сейчас. Да, и вот все стало нелинейным, разорванным, скомканным. Где-то начало, где-то конец. Иногда мы начинаем с конца, чтобы понять, что нам это было не нужно. Да? И I, это слово incomprehensible, не сложно понимаемый мир. Чем больше информации, тем сложнее понять. Вот представьте, я как министр, мне в день приходится читать огромные стопы бумаг. Я сейчас ругаю всех своих руководителей. Не надо, говорю, мне приносить там 50-100 листов, принесите одну бумажку, но чтобы там было четко написано, что вы от меня хотите. Потому что приходит вот такой, вот эта программа, вот это в список участников, это сценарий, это ваше выступление, это тезис. Я говорю, понял, что решить-то надо? А вот нужно позвонить Акиму и сказать, ну так и напишите на одной абзаце. Надо позвонить Акиму, чтобы он там поставил этот экран. И все, не надо мне это все приносить. Чем больше информации, тем меньше смысла и понимания. Удивительным образом. Раньше люди хотели больше информации, чтобы понять, что происходит. Сейчас люди говорят, не надо много информации, просто скажите. И это опять создает интересное вот такое завихрение для нашей системы образования. Почему этот хомячок 15 миллионов просмотров? 15 секунд. И на вот моя уже 40-минутная лекция, я такой, когда он закончит уже, все, пойдем уже, все уже, ну, ребята, уже, я уже и ТикТоки все просмотрела, и уже на все новости ответила, и в WhatsApp чата все ответила, но когда он заткнется, задолбал уже, ну и что министр? Слишком долго, слишком много защитной включается реакция, отторжение большого количества информации. Очень сильно рекомендую вам, если кто не смотрел, в YouTube есть лекция Андрея Курпатова, руководителя лаборатории нейронаук Сбербанка, называется «Трансформация человека в цифровую эпоху», где очень четко, понятно, коротко, сжато объясняет этот очень интересный эксперт, интересный во всех отношениях, как деформируются сейчас вообще с точки зрения нейрофизиологии наши защитные реакции и как этот огромный поток информации создает защитные реакции, которые отторгают. Вот вообще современный человек говорит, не надо много, не надо. Чем больше, тем хуже. Тоже большая проблема, и современный, к сожалению, преподаватель уже должен очень хорошо разбираться не просто в своем предмете, не просто в механизмах, приемах, алгоритмах привлечения и удержания внимания. Оп,
папа, да, но и в нейрофизиологии современного ребенка, современного человека, потому что мы должны понимать, что дойдет, а что точно не дойдет. И как сделать так, чтобы хотя бы то, что часть той информации дошла, либо не дойдет, потому что все остальное уже становится неважно. И последние пару таких моментов я хочу сказать, это связано уже с самой тематикой. Та-та-та-та, та-та-та-та. Та-та-та-та, мы сейчас очень много работаем над тем, чтобы понять, что же такое цифровой университет. Я последние 4-5 лет вообще ушел с госслужбы, со всех там сфер своих. Последняя у меня должность была управляющий директор, член правления Международного финансового центра Астана. Все бросил, все ушел, чисто в IT, чисто вот в нейрофизиологию, в наджинг, чтобы пытаться понять, что же все-таки надо менять в образовании, потому что старыми инструментами мы уже перестаем вообще достигать своих целей. Очень интересные сейчас изменения идут в понимании, переосмыслении, как выстраивать цифровые сервисы, собирать информацию и с помощью анализа этой информации улучшать качество образовательных услуг. Мы вот весь этот опыт изучаем. Сейчас будем строить один пилотный цифровой университет и дальше масштабировать его на все. Например, есть такая классная штука Student Journey Map. Да? Как отслеживать цифровой след университета, студента во время его движения по кампусу, собирая эту информацию для преподавателей, для администрации университета, уже лучше понимать, что интересно, что неинтересно, какие пиковые часы посещения лабораторий, библиотек, когда лучше держать открытыми какие-то ресурсы, какие ресурсы вообще не нужны, нет смысла на них тратить времени, как перестраивать время, там пиковая, не пиковая аудитории, загруженности и так далее, и так далее. Масса вопросов снимается через анализ больших данных на самом деле. И наши университеты сделали большую работу, чтобы построить какие-то цифровые сервисы, собирать данные, но мы не научились эти данные анализировать. Это вот то, над чем нам сейчас очень сильно предстоит поработать. Вот пример, вот есть классный пример опыта университета Ридинга, Student Life Tracks называется. Программа интересная, жизненные следы студента. И они вот отслеживают все, что студент делает, где он соприкасается с цифровой инфраструктурой университета. Все это оценивается, и уже политика внутренняя, академическая, административная университета выстраивается через анализ, понимание, а что, где наши студенты, где они ходят, что им интересно, какие часы лучше всего открыть библиотеку, где вот приходят люди действительно, а где не приходят, и так далее, и так далее. Я вот последнее хотел поделиться таким вот интересным инструментом, как атлас новых профессий. Ой, вот он. Во. Помимо всего прочего, вот этих больших изменений, на систему образования начинает давить еще один фактор. Фактор технологический. Очень быстро, к сожалению, меняются запросы труда. Эта революция докатилась и до нас. Сейчас начинают на рынке труда появляться такие навыки, такие профессии, которых раньше не было. Они были не нужны. Какие-то профессии начинают умирать, как люди. Стареть, дряхлеть и уходить с рынка труда. Начинают появляться трансформирующиеся профессии, где вроде бы человек остался, и профессия осталась, и набор компетенций остался, но требования другие. Надо доучивать, переучивать, переквалифицировать человека. И мы начали искать какое-то решение, посмотрели разный опыт, российский в том числе, там тоже есть атлас новых профессий. И в 2019 году президенту я докладывался, Национальный совет у нас создался, когда вот избрался Касым-Жомарт Кемелевич, первое же заседание, первому мне слово дали почему-то, я тогда вообще в частном секторе был, я вот сказал, вот есть эта проблема, господин президент, вот все, что я сказал за 40 минут, я сказал за 5 минут, там, та-та-та-та-та, все плохо, цифровая реальность, шаг, новые профессии, навыки, все меняется, умирает, трансформируется, нужен инструмент. Он говорит, хорошо, интересно, давайте создавайте инструмент. То есть я мог бы и так тоже сказать на самом-то деле. И мы запустили очень интересное методическое такое исследование, начали анализировать все отрасли Казахстана. К сожалению, мало людей пока пользуются в основном колледжи и университеты. Но сайт есть, yenbek.kz, это сайт Министерства труда, /atlas. На 3 языках, пожалуйста, используйте. Мы сейчас дорабатываем этот инструмент очень серьезно. Сделали вообще нашим инструментом основным распределение государственного заказа и понимание, как перестраивать наши учебные программы. Очень серьезная, глубокая, на самом деле, была работа проведена. Мы взяли каждую отрасль, очень глубоко в нее залезли, опросили всех директоров, главных инженеров,
руководителей отраслевых ассоциаций, экспертов, порядка 2000 человек было вовлечено в это исследование, чтобы понять, как эта конкретная отрасль трансформируется, какие силы на нее давят, какие новые навыки. А можно вот следующий слайд? Мне вот это что-то вот не достает, видимо. Да. И на базе него мы начали создавать новый алгоритм, по которому наши колледжи, в первую очередь и вузы, могут заходить в эту отрасль и обновлять свои учебные программы, либо создавать принципиально новые учебные программы. И вот большой пилот мы сделали в Павлодарском регионе, где 15 колледжей Павлодарской области создали 25, обновили 25 учебных своих программ и создали 15 новых программ, абсолютно новых, раньше которых не существовало, в очень тесной связке с предприятиями этого региона. Поэтому мы начали очень серьезно смотреть, как нам соединить запросы конкретного региона, конкретной отрасли, даже конкретного предприятия. Я потом отдельно передам через ваших методистов, координаторов 3 вида атласов. Атлас предприятия. Некоторые предприятия, мы прям залезли внутрь. Донской горно-обогатительный комбинат, например, в Актюбинской области. Вот сейчас Хэриот выходит, мы с ними 2 дня вот сидели, я им показал. Я говорю, вам даже придумать особо ничего не надо, мы домашнюю работу сделали. Они такие, вау, классно. Мы свои уже программы можем видеть на примере конкретного предприятия Казхрома. Там очень серьезный горнодобывающий комплекс у нас в Актюбинской области. На примере нефтегазового сектора, там у нас серьезный газовый, нефтяной задел в области. На примере конкретной отрасли, там металлургия, транспорт, это тоже я передам. И на примере конкретного региона. И таким образом у нас появится уже более четкая картина. Например, в Павлодаре мы начали проводить профориентацию школьников, охватили 20 с лишним тысяч школьников, чтобы уже заранее им подсказывать вот, экономика Павлодарской области, как будет меняться, какие запросы появляются в ней и так далее, и так далее. Вот этот сайт, кстати, все в открытом доступе. Мы со следующего года эту систему профориентации и оценивания будем давать бесплатно всем старшеклассникам через наш национальный центр тестирования, который администрирует единое национальное тестирование ИНТ, чтобы до сдачи ИНТ, это как ЕГЭ там в России, да, единый государственный экзамен, могли они свою личную профориентацию проводить. Вот, поэтому, пожалуйста, этими сайтами, ресурсами пользуйтесь. Я готов тоже отдельно с преподавателями посидеть, методологами филиала, чтобы показать, как этот механизм трансляции, обновления учебных программ можно использовать. Где-то корректировать программу, где-то добавлять новые грани. Ну и с этого года весь наш, наверное, фокус пойдет на региональные университеты. Пока у нас получился такой дисбаланс большой, государственные, национальные вузы забирают львиную долю ресурсов, мы будем накачивать наши региональные университеты. Я сейчас в основном фокус езжу в регионы, для того, чтобы они выстраивали вот эти региональные карты, обновляли программы, становились источниками там, прикладной науки. И вот есть такое еще понятие «третья миссия университета», the third mission. Первая – образовательная, научная, третья – это социальная миссия, это работа с местным сообществом, с неправительственными организациями, просвещение, популяризация какой-то науки, какие-то социальные функции. Во всех вузах начинают у нас открываться общественные приемные, и 2 университета перешли на такую интересную модель серебряного университета. Это Кокшетауский наш университет имени Шуханова-Алиханова и Политехнический. Очень классно зашел пилот в Кокшетау. Там у нас взрослое очень население в регионе, вот специфика его, средний возраст выше намного. И открыт отдельный прям вот факультет, где приходят пенсионного, послепенсионного, предпенсионного возраста люди и могут какие-то новые навыки получить. Порядка 2000 человек уже через такие программы прошли. Я вот сам лично ходил, встречался с этими слушателями. Я больше не могу забирать вашего времени, прошу прощения. Сложно удерживать внимание больше 40-30 минут, практически невозможно уже. Если будут какие-то вопросы, с радостью очень коротко обменяемся мнениями. Все эти ресурсы, презентацию саму, ссылки, исследования я обязательно передам. Самый главный месседж, который я хотел донести, что, к сожалению, формат обучения, в котором мы жили, когда мы интенсивно учились
в возрасте обычно там, с 16 до 22 лет много выделено. Учились, а потом шли во взрослую жизнь и переставали учиться, не работает, вот хоть убейтесь. Поэтому, вот перефразируя слова одного известного американского эксперта, невежда 21 века – это не тот человек, который не научился читать и писать, а тот человек, который не научился учиться постоянно, разучиваться и переучиваться. Learn, relearn and unlearn. На английском как-то красно звучит, так коротко, емко. Что это такое? Мы теперь вынуждены учиться постоянно. То есть обучение в течение всей жизни. У нас даже принята концепция в министерстве до 26 года, концепция обучения в течение lifelong learning. Но этого тоже недостаточно, потому что знания устаревают так быстро, что иногда нам нужно разучиваться, забывать вот то, как нас учили, переучиваться, разучиваться, понимать, что вот теперь так это не делается, эта проблема так не решается. И самое сложное, наверное, это заново учиться тому, что мы думали, что мы знаем, relearn, переучиваться. И мы думали, все, давно в моей копилке. Потому что содержание поменялось. Вот то понимание, которое мы знали, наполнилось новым смыслом. Я вот простой пример, и на этом завершу. Когда я пришел весь такой великолепный, с огромным там административным опытом, управленческим, в айтишную компанию, мне пришлось очень больно, потому что там были молодые ребята, и я думал, что я все знаю. Оказалось, я вообще ничего не знаю, мне пришлось очень много учиться дополнительно. И самое сложное было вот именно переучиваться. Приходил мой руководитель и говорит, акционеры говорят, надо KPI разработать. Я всю жизнь разрабатывал KPI. И исполнительный директор фонда «Самрук Казна» по кадровой политике, заведующий сектором кадровой политики администрации президента Республики Казахстан, проректор Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан. Я всю жизнь KPI занимался. Оказалось, что в IT KPI по-другому вообще считается. Там понятие есть такое OKR, например, Obtainable Key Results. И это было очень больно, думая, что ты уже знаешь. Это уже давно в твоей копилке, это все ты много раз делал. А оказывается, это уже поменялась обстановка. И содержание по-другому надо понимать. И ты понимаешь, что надо все это выбросить и как бы пытаться адаптировать то, что у тебя есть в копилке под новые реалии. Это очень больно на самом деле. И с возрастом намного больнее. Поэтому психологически вам сейчас легче, наверное, сразу принимать простой совет Брюса Ли, как он говорил, да, be like water, my friend, да, будь как вода. Это постоянная адаптация, переучивание, переквалификация и насыщение новым смыслом старых понятий. Вопросы, друзья? Ты и так много говорил, братан, да, что извини, давай. Так, сразу. Ага. Ва алейкум ассалам. Қай жерде? Сұрағыңыз былай. Жоқ, вопрос нашего друга, коллеги в том, что вот в презентации было написано, так мельком вы так проскочили, что Новосибирский государственный университет, Новосибир мемлекеттік университеті Қазақстанда өзінің филиалын ашпақ. Ондай ниеті бар қазір Новосибир мемлекеттік университетінде, екі негізгі университетпен ғылыми зерттеу орталығын қарастырып жатырмыз, бірақ әлі ерте айтуға 100% айта алмаймын сізге. Біріншісі Алматыда орналасқан, Алматы біздің Әл-Фараби атындағы мемлекеттік университеті, ұлттық университетіміз зерттеу. Екіншісі Курчатов қаласында орналасқан ядерлық физикалық орталығымыз бар. Біріншіден НЯФ деген және ядерлық физикалық институтымыз бар. Солардың және үлкен технопаркымыз бар. Ол технопарк қазір Евразия ұлттық университетіне берілген. Сол технопарктың негізінде екінші мүмкін, бірақ бұл нақты шешілмеген. Сол Новосибир бұл жай ғана филиал болмай, көбінесе ғылыми зерттеу орталығы болады. Я то есть коротко тоже повторю, НГУ имеет очень интересное сейчас к нам предложение. Вы знаете, в Казахстане все-таки принято уже решение о строительстве ядерного реактора, и, соответственно, надо уже готовить заранее большую, даже мы опаздываем очень сильно, готовить
программу кадровую подготовки специалистов, ученых, исследователей. Поэтому идет сейчас такой вот спор, вернее, мы должны вот выбирать Томский политех, Томский государственный, вообще изначально там вот сильнейший, именно такой форпост, можно сказать, мощнейший центр, это именно был по ядерной энергетике. Даже какое-то время там 5 из 6, что ли, директоров там этих ядерных реакторов были выпускники именно Томского университета. И между Новосибирским. Сейчас вопрос был, где он будет располагаться, еще не решено абсолютно, но вот как бы потенциально это либо в Алмате на базе политеха, либо Казгу, либо в Курчатове. Там у нас действует большой технопарк, и есть институт ядерной физики наш алматинский в Питере, и центр, который Министерству энергетики принадлежит. Вот эти два центра мы сейчас рассматриваем. Но будет очень хорошая программа. Мы прям так прорабатываем много деталей, но сложнее там, потому что это не просто академическая программа не предлагает, а больше такую исследовательскую, научную. Это все-таки ядерная как бы история, там сложно все. Сұрағыңызға рахмет. Так, екінші сұрағыңыз. Мен білемін, сіз тағы да осы біздің отанымызда Микрофон. Раз, два. Ага, зачем эта штука в моей руке? Айта беріңіз. мен білемін, сіз тағы да осы біздің қазақ мектебін бітірдіңіз, тағы да сіз шетелде де оқыдыңыз, және осы Еуразиялық ұлттық университетте, және сіздің сіз осы жердегі білім және ана жақтағы шетелдегі біліммен таныстыңыз, оқыдыңыз, қалай екенін салыстырып көрдіңіз. Және біздің осы мектеп бітірдік, бірақ бізде шынымен айтсақ, кейбір кездегі мәселелер болып жатыр, себебі біздің біліміміз толық емес. Кейбір пробелдер бар, сол үшін сіз бізге қандай кеңес бересіз? Осы. Мен сұрағыңызды толық былай түсінбей қалдым, бірақ енді түсінем. Мектеп деңгейінде, орта білім деңгейінде, кейде кейбір олқылықтар бар. Біздің мазмұн, оқулықтар деңгейінде көп жағдайларда сәл артта қалып қалды. Мен мына болашақта басқарғанда Наньян технологиялық университет, Сингапурдағы NTU, соған барғанда біздің бір 89 балаларымыз түспей қалды. Сонда олармен қырылысы, ұрысқанда олар айтты, көке дейді, сәке, біздің проблема бізде емес. Проблема сіздің орта деңгейіндегі стандарттың ішіндегі мазмұн ескіріп қалған. Математика саласы бойынша, басқа салалар бойынша. Бір ғана кеңесім бар сіздерге, бір ғана ол қазір ақпарат өте көп. Сұмдық көп. Есіміңіз кешірім сұрайын? Ерсұлтан. Ақпарат соншалықты көп, Ерсұлтан. Бәрін игеруге, бәрін алуға мүмкін емес. Сондықтан зейінділік деген сұрақ бар. Я вот повторю вопрос Ерсултана, очень хороший задает вопрос. Ну, говорит, вот на среднем где-то образование что-то мы недополучили, где-то программа не очень хорошая, кто-то там в школе учился, в более сельской школе, там я вот все, например, в сельской казахской школе учился, да. Ну вот, а вот потом мы приходим и чувствуем свои где-то пробелы, где-то видим свои недостатки, что делать, какой совет вы нам дадите? Я бы дал бы очень простой совет и сразу книгу порекомендую, обязательно, пожалуйста, вот особенно вот наши студенты, найдите, я скину вам все, не переживайте. Называется эта книга «Максимальная концентрация». Знаменитый американский психолог Люси Джо Паладино зовут ее, она вот 30-40 лет там занималась этой проблемой концентрации, фокуса. На английском звучит find your focus zone. Не знаю, почему на русский перевели, но максимальная концентрация. И она говорит, что сейчас очень важно тренировать человеку способность концентрироваться. И это вот как раз таки связано с той проблемой, о которой я говорил про эти большие Netflix и TikTok и же с ними. Они специализируются на отвлечении внимания, на привлечении вашего внимания. И сознание, фокус, концентрация современного человека просто расколота, расщеплена, раздербана, раздергана вот этим огромными вот AdMe, такой есть сайт там, да, звезды 90-х, здесь и сейчас. Это вас не касается, это мое поколение. Деми Мур, ужас, что с ней. И все, вот поймали, потащили. И теперь способность человека на самом деле, успешность даже, зачастую зависит от его способности сконцентрироваться в нужный момент в нужном месте. Это очень важно. Информации так много. Вы приходите в университет, огромное количество информации на вас выливают. Мы выливаем еще. А еще прочитайте вот эту книжку, не забудьте Social Dilemma, посмотрите. Информация. Способность современного человека, вот успешность современного человека, по сути, сейчас начинает зыждиться на 2-3 очень важных критических навыках.
И иногда их сейчас называют экзистенциальными навыками, жизненно важными навыками. Это умение сконцентрироваться. Это очень зейінділік. Неге десеңіз, сіз бір нәрсені, вот простой пример. Юсейн Болт, чемпион мира, рекордсмен по 100-метровке, бегун, Ямайка. Представьте, человек готовится 20 лет ради одного мероприятия, которое длится сколько секунд? За сколько 100-метровку бегут сейчас? 10. И с каждым разом, благодаря этому Юсейну Болту, все короче и короче, там 9, 8, да? Вот представьте, я говорил в несколько тысяч раз больше, длиннее, дольше, чем бегут этот олимпийский вид спорта. Да, 10 секунд. Вот стоят бегуны. Надо 100 метров пробежать. В этот момент от спортсмена требуется максимальная концентрация. Каждая мышца его тела, мысль, воля должно быть подчинено вот этому процессу бега, вот в эти 100. Вот оно видно даже, вот она финишная прямая. Если в эти 10 секунд отвлечется этот человек, что произойдет? Он выиграет или проиграет? 20 лет упорнейших тренировок на смарку. И вот все в жизни так. Был такой великолепный, замечательный советский фильм, вы его даже не помните, это мое поколение. «17 мгновений весны», «Мгновений весны». И там такая песня была, Тривердиев, «Не думай о секундах свысока, ту-ту-ту-ту». Вот вся наша жизнь подчинена этой логике. Если вы научитесь в нужное время, в нужном месте сконцентрироваться, получить нужную информацию, принять правильное решение, оценить те риски, которые есть, вы сможете добиться успеха лучше, чем знать много чего, но не умение, не натренированная волей и разум, чтобы понять, что нужно сделать именно сейчас. Вот вы едете на машине, вот 3 детей, сзади, да, дорогая, вот секунда, все может разрушиться в эту секунду. Жизнь ваша, жизнь детей, семьи вашей, благосостояние, здоровье, все, что хотите. Вот этот критический навык, Ерике, я бы вот эту книгу обязательно прочитать. Очень классно. Вот все, что я сказал, там вот прям расписано, детализировано. 30-40 лет концентрированного исследования положено Люси Джо Паладино в эту книгу. И это тот навык, который сейчас не хватает всем нам. Знать, думать, концентрироваться в критический момент. Потому что мы часто делаем огромное количество ошибок из-за того, что мы слишком много знаем, из-за того, что мы не можем собраться в нужное время. Келесі сұрақ. Ең соңғы сұрақ. Ого. Сіз Сириус туралы білесіз бе? А? Сириус. Ол Ресейдегі Сочи қаласындағы дарынды Үлкен дарынды балаларға арналған. Ал біздің Қазақстанда осыған бір аналог ба, солай ашамыз ба? Осы көптеген дарынды балалар бар, бірақ олардың оқуға деген мүмкіндігі жоқ. Енді сіз айтсаңыз ашамыз енді әрине. Жоқ, мен қалжың емес. Шын мәнінде де мынандай бір үлкен қағидат бар. Дарынды балалар болсын, адамдар болсын, олардың дарындары қай жерде өседі? Бір жерде шоғырланған жерде өседі. Яғни, мысалы, Алматы жақсы бір мысал, 70-ші, 60-ші жылдары Дос Мұқасан деген киноны қараңызшы. Сіз ол киноны толыққанды түсінбейсіз, бірақ сонда да Өзбекели Жанибеков деген бір кісі болған, мәдениет министрі. Я вот тоже отвечаю на вопрос Ердар, он говорит, вот есть Сириус, хороший такой вот летний лагерь, вернее даже вот как бы вот такой вот площадка в Сочи, где собираются талантливые дети там со всей России. Почему у нас нет такого проекта? Действительно, есть такое вот неприходящее, вернее, вот базовая такая закономерность. Таланты начинают работать лучше, их потенциал увеличивается, когда начинается концентрация талантов, где они концентрируются в одном месте. Поэтому все эти хабы, технопарки, там, буткемпы, это все вот из-за концентрации таланта. Талант обогащается, когда он находится среди талантов. Талант начинает конкурировать, он начинает выходить из своей зоны комфорта, когда есть другие люди. Поэтому вот успех вот этих КТЛ, школ, ниш, когда концентрируются таланты, он был отличником гордости отряда нашего отряда в каждой своей школе, а тут все гордости отряды нашего отряда. И начинается неизбежная вот эта вот конкуренция, взаимообогащение, таланты тянут друг друга, толкают друг друга вперед. Поэтому очень важно
нам тоже хорошее предложение. Будем думать над тем, как нам концентрировать таланты из разных университетов, чтобы они в какой-то такой вот концентрированной среде находились. Вот Алмата культурная была создана благодаря, вот Кунаев был у нас большой первый секретарь, и был министр культуры Узбекили Джанибеков. И вот что он делал, он был министром культуры в советское время, он договорился со всеми секретарями вот обкомов, райкомов, там, да, и вот с одной простой вещью. Он говорит, если ты услышишь, что в твоем районе, в твоей области появилась какая-то звездочка, драматург, юное дарование, певица, певец, писатель, поэт, ты мне просто скажи и все. И начали все звонить ему. Слушай, вот Семипалатинский, я сам родом с Сибири, Роза Рымбаева, 17 разъезд, соплячка, но голос божественный. Он отправлял сначала своих эмиссаров, людей, они все пробивали, если они говорили, подтверждали этот факт, он сам выезжал, встречался с родителями и делал очень простую вещь. Роза, я хочу, чтобы ты переехала в Алматы, вот твоя приписка к консерватории, вот тебе талон на место в общежитии, приезжай. И он начал концентрировать таланты творческие в Алматы. И Алматы стала вот этой культурной столицей. Вот то Алмата, которое все ностальгируют, наше старое поколение. Ну, вот до Смукасан обязательно сходите. Вот это поколение уже не поймет его. Типа, о чем это? Я последнее поколение, которое поймет, которое застало там. Вот там, то есть, эти уже не поймут, к сожалению. Да, и вот это вот 74-й год, я вот взял свою маму, ну, супруги мамы, теща, вот Енем, да. Она как раз вот училась в Алматы, когда вот они 2 часа плакала безостановочно. Она говорит, вы не поймете. Мне говорят, я вас понимаю, но вот дети уже не поймут. Да, это то. Но я так рядом с ней сел, я последнее поколение, которое вас понимает. Садыковна, да. Может, не так, как вы, глубоко через себя, но понимаю. Поэтому Ирике глубокие мысли, молодец, рахмет сізге. Но уже... Болды, рахмет. О, мынау өсетін бала, мынау Ерсултан деген өсетін бала. Так. Здравствуйте, Саясат Нурбек. Спасибо вам большое за вашу лекцию, было очень интересно. Ну, 15, даже 20% зала с вами не совсем согласны, но да, продолжайте. Мне было очень интересно. Разрешите вам задать вопрос? Вопрос. Мне вот интересно стало, разработан ли в министерстве алгоритм по переходу на технические цифровые технологии? Сложный вопрос. Постараюсь коротко. Да. Нет, разрабатывается. Как я сказал, мы сейчас хотим, мы 3 вещи делаем, простые 3 вещи. Первое, аудит всех информационных систем, которые есть в наших вузах. Там зоопарк называется, информационная система, Платонус где-то там университет, российская система, где-то собственные наработки. Второе, мы выстроили единую вот модель цифрового университета, какие базовые сервисы должны быть, как набор джентльменский у каждого университета. В каждом университете сейчас создается должность CDO, Chief Digital Officer, проректор по цифровизации. Всех мы будем единообразно обучать. Главная задача, чтобы вот этот базовый набор, кто-то может больше, меньше, но вот какие-то минимальный набор данных мы могли собирать централизованно национальную образовательную базу данных. И вот 3-й шаг, самый важный, он дает самую большую добавленную стоимость. Научить наши университеты работать с данными. Потому что вот спросите университету, они вам дадут все статистические данные. В нашем университете студенческий контингент составляет 7226 студентов. Из них 4786 бакалавров. ППС остепененность 37%. Библиотечный фонд составляет 27 тысяч. Классно, супер. Что можете вы, что вам дают, о чем говорят эти данные? О чем говорят эти данные? Дают ли они какую-то качественную аналитику мне, министерству, вам, ректору, профессору? Потому что от этих всех статистики мало добавленной стоимости. Она дает нам какие-то количественные параметры этого университета, но качественную информацию не дает. Поэтому ключевая задача в направлении цифровизации – научить университеты работать с данными, анализировать эти данные и принимать решения уже, основываясь на данных. Чтобы я уже четко понимал. К примеру, как только я начал собирать данные,
У меня сразу картина начала по-другому выстраиваться. Вот в этом году, например, государственный образовательный заказ на инженерно-технические специальности 68% ушел в алматинские вузы, которые находятся, и мы готовим кадры там, по нефтегазовой специальности в 3-5 тысяч километров от производственной базы. И самое страшное, 70% этих студентов останутся в Алматы, где нет этого производства. Они пойдут в сферу обслуживания, в банковскую сферу, в ту городскую экономику, которая это востребована. А отрасли, ради которых готовили и размещали мы этот образовательный заказ государственный, остались голодными. Вот один простой шажок, и мне уже эта картина начинает. Поэтому мы начнем квотировать их больше на региональные технические там вузы, чтобы где-то вот он там оставался. И так далее, и так далее. Поэтому спасибо за вопрос. Самое главное – начинать эти данные правильно собирать и понимать, что они могут дать нам эти данные. И соңғы сұрақ, последний вопрос. Спасибо большое за ответ. Там галерка проснулась, говорит, уже болды ма? Да, хоть пойду вопрос спрошу. Я шучу. Қалжың. А? Да, конечно, сейчас этот… Нет, а вот он первый поднял руку, или вы первый подняли? У кого микрофон, тот и первый поднял. Да? Ладно, тогда Кельнин сейчас вот сразу. Да, хорошо. Здравствуйте, меня зовут Дуцунин Егор, я студент 2-го курса направления филология. Спасибо вам большое за лекцию. Хотелось бы задать такой вопрос. Какова, на ваш взгляд, роль фундаментального образования в век цифровой экономики? Спасибо. Спасибо. Это такой сейчас начинается спор достаточно сильный. Нужно ли вообще формальное, фундаментальное там, высшее образование? Потому что есть большое количество там, экспертов и даже вот компаний больших, там, Google, Microsoft, Amazon, ниже с ними, которые начинают создавать альтернативу высшему образованию, краткосрочные курсы повышения квалификации и получения навыков. Вот, там, Google Learning Certificate, например, да, или вот Microsoft выкупила Lindu, выкупила LinkedIn и создала там LinkedIn Learning Certificate. И логика этих компаний, этих гигантов технологических, очень простая. Она говорит, надо же, всего в мире людей, имеющих доступ к высшему образованию, оказывается не так и много. Вы знаете, сколько людей сейчас на этот момент получают высшее образование в мире? Из 8 миллиардов человек. 350 миллионов человек. И они говорят, а мы-то набираем людей из маленького, по сути дела, пула талантов, в сравнении с миллиардным там, населением Земли. И есть огромное количество детей, очень талантливых, мы же не знаем, которые не попадают в радар этих компаний, потому что они просто даже не отучились в университете, а зачастую и в школу-то не попали. Там, в Африке, например, да, огромное количество детей просто даже там, в среднее образование это до конца не могут получить. И они говорят, а давайте мы создадим альтернативу и распахнем шире наши сети, раскидаем их шире, чтобы, это называется tapping into talent pool, да, чтобы пул талантов был намного больше. Чтобы эти чертовы университеты там не монополизировали там знания, да. Но со временем, вот сейчас уже какое-то время прошло, и пандемия прошла, все-таки начинают эти же большие компании, технологические компании понимать, что базовое, формальное, фундаментальное образование нужно, как ни крутите. Без него человек может получить узкий какой-то быстро навык и даже очень хорошо этот навык освоить и быть востребованным специалистом. Есть такие люди. Но работа, нынешняя работа в больших вот таких вот компаниях, она подразумевает большое количество других навыков. Умение работать в команде, умение коммуницировать, умение там, формулировать свое мнение, умение доносить и убеждать других людей, доносить до них свое мнение. Вот, к примеру, компания NVIDIA такая, знаете, вот они видеокарты производят, зеленый такой значок NVIDIA, номер 1 там производитель. У них очень интересная практика при найме на работу. Приходит человек новый, его приводят на работу, испытательный срок, 2 месяца он должен поработать в компании, и запрещено всем другим работникам, новичку, что-либо объяснять или вообще что-то ему говорить. Он должен сам за эти 2 месяца догадаться, как работает компания, как работает его подразделение, как переписываются, какие каналы коммуникации, какие проекты ведутся, какие обсуждения. Если он подходит, говорит, слушай, подскажи, пожалуйста, новичок, не могу. Сори, прости. Никто не может отвечать ему на имейлы официально там, и так далее, и так далее. Он должен сам понять, что происходит в компании, какую добавленную стоимость
И в конце этого двухмесячного периода он приходит и говорит: я все понял, разобрался, вот этот главный, этот козел, секретарша вообще овчарка там, да, шеф-красавчик, вот проект, в который я больше всего могу сейчас добавить стоимость, меня в эту команду, пожалуйста, назначьте. И они это называют процесс is blood of this new employee green, говорит, у него зеленая кровь или нет, то есть он NVIDIA понял, он может работать в нашей структуре или нет. И это уже требует все-таки базового образования, знаний, понимания более широкого горизонта. Удивительно, мир последний, там экономика развивалась вроде узкой специализации, но цифровизация начала требовать не узкой специализации, помимо узкой специализации, начала требовать теперь и soft skills, мягкие навыки. Удивительная трансформация происходит. Поэтому сейчас эти большие компании начинают опять разворачиваться и говорят: все-таки давайте мы, например, обучим. Вот на какой эксперимент пошла компания Starbucks, все мы знаем его, да? Норбек, капучино. Компания Starbucks заключила несколько лет назад удивительный договор с Arizona State University. Это номер 1 университет по онлайн-образованию, ASU. На получение онлайн образования, и не просто образования, а именно степени бакалавра или магистра для всех 153 тысяч своих сотрудников. И это был самый большой контракт в истории ASU, $100 миллионов. Они сказали: каждый сотрудник Starbucks может получить бесплатно за счет компании через Arizona State University степень бакалавра, магистра, бакалавра или магистра. И потому что они, ну, вроде бы там, ну что, бариста, да, там, капучино, латте, гранде, венти, да, Александр, капучино, да, там, ну, что вроде бы там, какая там формальное образование, фундаментальное. Оказалось, что надо, чтобы вот понимать, как компания работает, открывать новые филиалы, где каждый, и самое главное, оказался мощнейший мотивационный стимул. И пока ты получаешь это образование, 4 года как минимум, ты работаешь в компании Starbucks. И огромная текучесть персонала сейчас минимальная в компании Starbucks, потому что все имеют возможность получить высшее образование бесплатно. Поэтому, отвечая так долго и длинно на ваш вопрос, да, формальное, фундаментальное образование нужно. Спасибо большое. Более того, в текущих реалиях оказалось и оказывается действительно нужно, и все переосмыслили, этот разворот сейчас опять начинается. Почему, как вы думаете, так большое количество новых университетов открывается? Потому что все начинают понимать: оказывается, это нужно. И давайте еще 2 вопроса. Вот, вы не вопрос, да, задаете? А вот здесь. Саламатспа. Вот, саламатстрама. У меня этот вопрос назревал еще со школьных времен. Я чувствую это ответственность огромная. Как мы понимаем, что во главе угла вообще любого действия человека заключается желание человека. И в моем понимании система образования заключалась в предоставлении, за контролем предоставления знаний. Но вот эти знания не применялись, часть людей не применяли эти знания в будущем. Соответственно, многие люди, выпускники, не работали по специальности. Вот. И меня всегда интересовал вопрос профориентации в школе. И вообще как-то учитывается желание ученика в образовании нации вообще, в принципе. Вот видно, что он выстраданный вопрос, вымученный со школьной скамьи. И вы на самом деле поднимаете очень большую такую болезненную проблему в Казахстане. Система профориентации, к сожалению, у нас развалена. Вот надо признать это, она где-то так эпизодически присутствует, но насколько важна вообще профориентация? Это вот краеугольный камень, на самом деле, образовательной системы. Логика, как вы правильно, очень правильно отметили, это на самом деле понять ребенка в образовательной системе и убрать от него все лишнее, то, что ему на самом деле может не нужно, найти его вот истинное призвание, его какую-то вот сферу талантов, его фокус и сконцентрировать образовательные ресурсы, внимание учителя, школьную программу вокруг этого ребенка. Вот 2 формальные вещи, которые показывают, почему у нас немножко неправильно на самом деле школьная система сконструирована. Если вы посмотрите, у нас школьная система – это пирамида наоборот.
первых начальных классах минимум предметов, а потом начинает нарастать, и больше всего предметов в выпускных классах. И я, вот отличник, как вышедший из этой учебной системы, вынужден что делать? Моя школьная система так настроена, что если я хорошо учусь, учителя говорят: ух ты, директор школы говорит: это же потенциальный алтын бельгист. Или на золотую медаль, на ЕНТ, это мой показатель. И говорит: Саясат, ну-ка иди сюда. А что у тебя 4 по географии? Я говорю: да не интересно мне география, слушайте, я вообще физикой занимаюсь. Не пойдет, дорогой, тебе 5 должна быть. А что у тебя так хромает, там история Казахстана? Да апай, ну агай, ну слушай, у меня времени нету, я физикой занимаюсь. Не пойдет, дорогой, ты у меня кандидат на ЕНТ, на алтын бельга, на золотую медаль, у тебя все 5 должны быть. И я вынужден размазывать свое бесценное время, которого никогда больше не будет у меня в жизни, на огромное количество предметов. Если обратите внимание, например, на британскую систему образования, то это пирамида, наоборот, которая острием кверху. Много предметов в начальной, в средней школе, она уменьшается. Вот это IGSC, A-Level, там вообще сконцентрируются 3-4 предмета, те основные сферы, которые мне уже более-менее понятны, интересны. И я убираю от ребенка все лишнее, фокусирую его на ту сферу интересов, которая ему нужна. Готовлю его к более осмысленному выбору дальнейшей карьеры, дальнейшей специализации. И вот здесь у нас была на самом деле поразительно советское время, его принято ругать, но были очень хорошие моменты советской практики, которые правильные были на самом деле. В советское время была глубоко, это не пропаганда Советского Союза, это просто вот попытка best practice показать. Была огромная, глубоко эшелонированная, понятная система профориентации. Профпробы, я чуть-чуть застал ее, профессиональные пробы, значит, лекции, потом кружки, кружковое движение мощное. Я, например, был в кружке «Юный радиолюбитель» и «Юный натуралист». Техника молодежи, журналы, 1 рубль 25 копеек. Вот я выписывал, я помню, ходили. Потом вот Григорий Геннадьевич был у нас, там, кружок вел. Мы клепали, паяли, канифоль. До сих пор руками все могу сам починить. Мне супруга говорит: ты не легись. Я говорю: давай вызовем кого-нибудь. Ты сам все можешь починить. Я знаю. Вот потом было большое количество там литератур, техника молодежи, юный натуралист, вот, журналы специальные. Значит, у нас, я с семьи, у нас был большой мясокомбинат, нас водили, это с какого же, где-то с 5 класса, помню, собирали класс и вот водили, и прямо мы приходим, и нам показывают: вот этот цех такой-то, вот это так-то, там, по-моему, первичное оборудование, у нас Пош была фабрика, и так далее, и так далее. И задача всей этой, отдельный информационный государственный заказ был. Фильмы. Вот не хватало, например, началась большая стройка высотная в Москве после Второй мировой войны. Пошли фильмы «Черемушки» про первые микрорайоны московские. На высоте фильм такой был. Вот эта знаменитая песня «Ну погоди, не кочегары». Это из этого фильма «На высоте» Рыбников. Секс-символ тогда после фильма «Девчата» российского кинематографа, его заставили быть главным героем, чтобы пропагандировать высотники, монтажники. То есть вот прямо вот книги, фильмы, пропаганда человека труда, пропаганда отдельных специальностей, все это выстраивалось в некую такую большую логику, комплексную, которую, к сожалению, мы разрушили, но не воссоздали потом в правильном дальше формате. Поэтому большинство наших школьников, если вы их спросите: ты вообще почему пошел на международное право? Не знаю. Мама сказала, папа сказал, дядя. Или почему на таможенное дело? А у нас есть дядя Арсен, он работает на таможне, и папа сказал: и ты молодца, таможенный килинисный раз, но потом дяде Арсену дадим, и он тебя пристроит на работу. Вот показательный пример, как я выбрал. У меня первое образование — юрист-международник, Евразийский университет. Я начал работать очень рано, в 15 лет, на мосту, у нас японцы мост строили. Работаю, мне звонит тетя, говорит: слушай, сегодня последний день сдачи документов. На какую специальность подать-то? Я говорю: слушай, у меня времени нет, у меня совещание. После обеда перезвонит, говорит: я подала, говорит, на международное право. Это про меня кейс. Я говорю: почему международное право? Ну, зайка, говорит, Саясат, звучит как классно. Право и международное. 5 лет Евразийский национальный университет, юрист-международник по первому диплому. Ни дня не работал юристом-международником. У меня еще это международное публичное право, мертвое, никому не нужное. Все эти 10 принципов давно попраны. Устав ООН, все нарушают, все, кому не лень. 5 лет жизни отданы, вот непонятно чему. Поэтому мы сейчас будем очень сильно стараться. Вот я вам на примере показывал, я просто быстро проскочил, по Павлодарской области, внедрять 2-3 простых инструмента.
И вот, пожалуйста, где-то себе запишите edunavigatoр.kz. Можете бесплатно пройти этот тест, поделиться своим результатом. Жалко, что здесь интернета нет, я бы вам быстро зашел, показал. А вот есть возможность, интернет есть у вас подключен на экране? Это на ноутбуке? Нету? Нету? Ну ладно, ничего страшного. Вы просто вот edunavigatoр.kz, или я эти ссылки все скину, зайдите. Вот мы такой инструмент создавали. Сейчас потихоньку сделаем две вещи. Первое, внедряем этот инструмент во все школы. Во второе, готовим 7500 профориентаторов. Разработали специальную программу отдельную. Есть такой у нас Республиканский центр повышения подготовки преподавателей, педагогов ОРЛИО. Вместе с ними долго мучились, там год разрабатывали этот курс, чтобы теперь в каждой школе появилась штатная единица профориентолога или профориентатора. Вот это американская, англосаксонская такая модель, там Career Advisor называется. Эти фильмы смотрели, кабинет, приходят родители, сидит там женщина, говорит: Джон, очень талантливый мальчик, но мы должны помочь ему, да? Мы должны вместе. Вот приблизительно к такой модели мы сейчас идем. Поэтому, к сожалению, вы эту модель не застали, и мы все не застали. Но начиная где-то со следующего года потихоньку начнем переходить на нее. Уже первая группа прошла обучение, где-то 300 или 400 человек. И вот у нас где-то 7,5 тысяч школ. Теперь потихоньку начнем в каждой школе, чтобы появлялись вот эти люди. Они через атлас новых профессий могли объяснять родителям, старшеклассникам, ежеквартально, по-моему, раз в квартал или раз в четверть или полгодия проводить вот эти тесты профориентационные. Вы можете их бесплатно сейчас, кстати, пройти для себя. Поздно пить боржоми, но все равно можно. Да? И достаточно, кстати, точные тесты. Мы тоже года 3 мучились с ними, там все изучали, разный опыт. И проводить индивидуальную вот где-то с 7 класса, потому что идет вот критический первый выбор 9 класс, когда в колледж уходить или даже продолжать оставаться в школе. И дальше уже 10-11 класс, почти 3-4-5 лет есть, чтобы ребенка работать с ним, помогать ему вот как-то вот четче понимать свою будущую специализацию или хотя бы просто понимать вот рынок труда, понимать, куда я в нем иду. Потому что, к сожалению, из-за отсутствия вот этой комплексной системы 60 с лишним процентов наших выпускников работают не по специальности. Огромная трата интеллектуального потенциала, времени, нашего труда с вами. Мы готовим. И у нас начинается вот этот достаточно серьезный бардак на рынке труда. Филологи занимаются там, госуправлением, госуправленцы занимаются сельским хозяйством, и все перемешалось, как говорится, в доме Облонских. Да. Вот. Поэтому вопрос правильный, но не переживайте. Средняя продолжительность жизни выросла. Очень серьезно. Сейчас такой новый концепт появился. 60 is new 40 называется. Европейский. 60 новые 40. Всегда есть возможность найти новую какую-то специальность, переобучиться, получить новую квалификацию. Найти предназначение в жизни никогда не поздно. Не переживайте. Может быть, действительно, вначале человеку надо вот пойти не той дорожкой, чтобы действительно понять, что ему нужно. 82% людей, это вот большие опросы Всемирный банк проводил, не удовлетворены своей текущей там деятельностью. И если бы у них была возможность вернуться в университет и какую-то новую специальность получить, они бы с радостью это сделали. Вы не одиноки. Посмотрите на юриста-международника. 5 лет, это сейчас у вас 4 года. Я 5 лет долбался. Специалитет. Ни дня не работал. 5 лет жизни потерян. Самых лучших, молодых, энергичных лет моей жизни. Ну, ничего, как бы пришлось потом доучиваться, переучиваться, разучиваться. Как-то вроде как-то к 40 годам вырулил карьеру свою. Поэтому не переживайте. Оптимизм – это тоже очень серьезный жизненный навык сейчас. Потому что люди очень сильно расстраиваются. Депрессии очень много. Сейчас вот болезнь 21 века – это вообще депрессии на самом деле. Не переживайте. Вот жизненный оптимизм, понятно, да, что-то не так получилось, я лучше понял, что все-таки мне интересно. Я лучше понял, вот моя вот страсть моей жизни, да, это то, что вот от чего я кайфую, что мне нравится, то, чем я занимаюсь. Есть время. Тем более сейчас, я же как говорю, средняя продолжительность жизни действительно сильно выросла. Удачи. Все. Так, как это было? Утащите его со сцены еще. Спасибо большое.
Уважаемый господин министр, огромное вам спасибо за такую интересную, важную лекцию и большое спасибо за ответы на все наши вопросы. Спасибо. Можно микрофон? Забрали у меня. Во-первых, потрясающая лекция. Я хочу сказать следующее, что в чем потрясающее? И на меня произвело тоже очень высокое впечатление. Вы знаете, первое, она доказала, что живое общение, общение с личностями, личность общается с личностями, там сидят все личности. Кім тақтаға шығады? Кто-то не проявил, а вы себя проявили, вы стали министром, и 6 лет учились, и учитесь сейчас, и учите нас. Понимаете, вот это заменить нельзя. И вот каждая ваша фраза, это был вопрос ответной реакции. Зал прекрасно слушал и реагировал. И я хочу сказать, что, конечно, она, я прошу прощения, что вдруг начинаю анализировать. Вы знаете, второе, это урок всем, кстати, между прочим. Действительно, эпоха, время человечества идет таким образом, что он воспринимает собственный мир, окружающий и что даже выше, чем больше глобальный мир, как нечто уже приближенное к нему, которое входит повседневно. Прошу прощения. Да. Но чихать не может отменить никак. Точно. И вот мы, конечно, должны быть готовым к тому, что мы переживаем время потрясений. И как правильно найти выход? Какой способ найти? Вы назвали в своей лекции очень много способов. И вот какой способ вы выберете, и личный, и способ мы, отвечающие за эту такая сложную благородную миссию, как построить обучение, это наша задача с вами. Задача в таком хорошем смысле слова, как поведение умного человека. Понимаете? И еще один момент, я на этом закончу. И мы с коллегами сидели, я ему говорю, вы знаете, какая самая большая трудность у меня в педагогической деятельности? А я веду спецсеминары на 2 факультетах МГУ и здесь у наших студентов. Самое трудное – проучить научную статью и понять ее. Вот это, оказывается, очень трудная задача. Поэтому это гигантский труд, потому что там же в каждой статье научная история, факты. И вот это дает базу. Вот мы думаем, как соединить нам это все, и кое-какие вещи мы уже создаем. Например, вот последний ваш тезис мы уже выполняем практически, даже не обсуждаем. Мы создаем в этом году школы юных при каждом направлении, которые будут позволять помогать студентам, школьникам старших классов переосмыслить вот его процесс обучения и может ориентироваться уже на последнем этапе обучения. Это есть опыт всемирный, но у нас в университете свой опыт. Мы его хотим принести. Кое-что еще есть. По поводу министерства в то же время. То есть, я хочу сказать, министр нам указывает дорогу. Будем ее реализовывать и выполнять. Спасибо вам огромное. Спасибо. Еще раз давайте поздравим нашего уважаемого ректора. Қадірлі қонақтар, құрметті ұстаздар мен студенттер, осымен біздің кездесуіміз жабық деп жарияланды. Баршаңызға мол табыс және жаңа жетістіктер тілейміз.